Женщина гор, где ты силу взяла, чтобы к самой вершине взобраться? В пустом очаге дотлевала зола последнего чадного рабства. Читаем мы сегодня стихи Раисы Ахматовой, величайшей нашей поэтессы, которая творила в прошлом веке. Сегодня мы можем гордиться нашими женщинами. У нас очень много кандидатов наук, докторов наук. И сочетание слов, что она остается хранительницей очага, я думаю, сегодня не совсем к нам подходит. Да, мы, конечно, в любое время, при любой ситуации, чеченская женщина свято исполняет свой долг. Она есть, была и будет хранительницей очага. Но при этом она занимается и научной деятельностью, и педагогической деятельностью. У нас очень много знаменитых врачей, у нас очень много деятелей общественной жизни нашей республики. Были они во все времена, начиная с XIX века. Ну, разве можно не сказать о Марьям Чинтиевой, которая была первым кандидатом филологических наук не только среди женщин, но и среди мужчин в 30-е годы прошлого столетия. Она всю жизнь посвятила изучению, исследованию, распространению чеченского языка. И какая у нее трагическая судьба. В 2000 году, в январе месяце, во время военного конфликта на территории нашей республики, она расстреляна. 90-летняя женщина расстреляна. Больно, обидно сознавать, что мы не помним об этом, что она была ученым человеком, но ни школа, где училась Марьям Чинтиева, ни село, ни даже столица Чеченской Республики не имеет улицы имени этой прекрасной женщины. Таких примеров очень много. Я всегда люблю рассказывать о Марьям Саракаевой, первой чеченской журналистке. У нее была очень сложная судьба. Но когда открывалась первая чеченская газета «Сярло», зная, что нужны люди, владеющие в совершенстве и русским, и чеченским языком, она пришла в редакцию газеты, работала переводчиком, работала журналистом. Я думаю, что можно было бы назвать ее именем улицу. Ведь много у нас таких улиц. Лесная, Цветочная, Кольцевая. Но неужели эти женщины недостойны того, чтобы их именем назвали хотя бы одну улицу в центре города, чтобы подрастающее поколение знало, что у нас были такие женщины. Одна из первых писательниц нашего народа была Марьям Исаева. Вот мы любим рассказывать о своих национальных героях, что их было много, что мы воевали, что они были отличные воины, что, в общем-то, были бесстрашные. Да, они были бесстрашные. Мы отдаем им должное. Ну а женщина, та же Марьям Исаева, в те грозовые 40-е годы в своем романе «Ирс Ором» она первая написала, что намекнула о том, что кавказские народы депортированы. Одна из первых писательниц наших, Марьям Исаева, она стояла у истоков создания ликбезов в нашей республике. Она создавала избы-читальни. Даже работая в крайкоме в Ростове-на-Дону, она приезжала в свою родную республику и объезжала все селы, проверяя, вот есть в этом селе изба-читальня или нет, есть там клуб или нет, потому что вот эти кружки, избы-читальни открывались при клубах. Это же она вела борьбу за просвещение своего народа, за просвещение своих женщин. Но как можно забыть такую женщину? Тем более в этом году, в ноябре месяце, ей исполняется 125 лет. Но было бы очень хорошо, если бы мы именем Марьям Исаевой назвали бы хотя бы одну школу. Высшее учебное заведение, ведь она закончила Ростовский педагогический институт те 20-е годы
прошлого столетия, была умнейшей женщиной. Не больно, когда забывают про таких женщин. Ведь, наверное, ей хотелось и отдохнуть, и посидеть у камина, И жить своей жизнью. и жить своей личной Наукой. жизнью. Наукой. Она посвятила себя своему многострадальному народу. Она посвятила себя помощи нашим женщинам. В этом отношении мне бы хотелось вспомнить рассказ Селимы Курумовой, еще одной нашей писательницы. У нее, конечно, есть великолепная повесть «Дохк». Я не устаю ее перечитывать. Она тоже написана в 30-е годы прошлого столетия. Такого знания чеченского языка, как чувствуется вот в этом произведении, я даже сейчас не могу встретить у наших современных писателей. Но есть у нее еще один рассказ, «Жерман Нет» называется. И если бы в школьную программу включили вот это произведение, мне кажется, это небольшой рассказ о том, как девочка влюбилась, бросила школу, поверила и сама себе сломала судьбу. Если бы это произведение включили в школьную программу, произведение Селимы Курумовой «Жерман Нет», мне кажется, что наши многие девочки не совершали бы тех ошибок, которые иногда, к сожалению, они совершают. Была у нее сестра Бата Курумова, первый чеченский переводчик. Она перевела роман Горького «Мать». Я понимаю, почему именно в те времена она перевела роман «Мать». Мы же помним главную героиню Пелагею Ниловну, которая ходила бочком, потому что муж все время был пьяный и избивал ее. Да, наши мужчины не пили, но судьба женщин была не лучше, чем у Пелагеи Ниловны. Наверное, из-за сострадания к своим соплеменницам, я думаю, она перевела роман Горького «Мать». Конечно, она переводила не только роман «Мать», там у нее много других произведений, переведенных на чеченский язык. Но даже в год чеченского языка, ведь 2023 год Героем России, главой республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым отмечен как год чеченского языка. Но вот на протяжении этого года никто не вспомнил ни Селиму Курумову, ни Бату Курумову, которые работали над совершенствованием чеченского языка. Можно долго рассказывать о наших женщинах. Их было много, чья судьба и жизнь вся была принесена на алтарь служению своему народу. Но почему же нельзя назвать их именем улицу, школу, учебное заведение и так далее и тому подобное?